Наша партия контролирует любые вот сигналы от пенсионеров, от простых жителей по поводу коррупции, по поводу неправильного отношения к ним, вот, разных жизненных ситуаций, в социологическом даже опросе. Мы занимаемся вот, даже вот опросом по поводу, сталкивались ли вы с коррупцией, и по этому вопросу. Поэтому, если какие-то сигналы будут, если у вас будут какие-то жалобы, даже вы можете к нам обратиться, мы будем вам помогать, и вам, и всем пенсионерам и другим жителям. Руководитель регионального отделения партии «Народ против коррупции» проводит профилактическую беседу с сотрудниками почты. Товар, реализуемый в отделениях, навязывать, тем более удерживать денежные средства взамен реализуемой продукции у клиентов здесь не имеют права, отмечает Беслан Илиев. Ассортимент предлагаемой продукции на полках почтового отделения немало. Правда, цены, мягко говоря, кусаются. Здесь же выясняется, перед сотрудниками поставлена задача. В месяц необходимо продать товар на 30 тысяч рублей. А как они это сделают, никого не волнует. Мы, правда, не навязываем, никогда не навязывали. Еще рязвал шхаецам, бывает такое. Ну, чтобы мы своих людей все знаем, кто недоволен будет. И цен оахлыц, чтобы без обиды, чтобы сделать дуашсар. Ну, навязывать дышь, не давали мы, конечно. Жалобы пока не было. При мне не было, благодаря. Но предлагать вы предлагаете? Предлагаем. Кто хочет, берет. Кто не хочет, не берет. Предлагаем, конечно. Для сравнения цен мы отправились в магазин по соседству. Допустим, вот это чистящее средство Комет в почтовом отделении стоит 85 рублей. Здесь же мы его увидели за 40 рублей. Далее мы направляемся в сельское поселение Новый Редант. Именно отсюда поступила жалоба на горячую линию Совета Безопасности. Женщина утверждает, что им удерживают с пенсии безработицы до 300 рублей. Взамен этой суммы сотрудники почтового отделения выдают просроченный товар повседневного спроса. Мы пообщались с местными жителями, которые утверждают, что никто у них деньги не удерживал, да и товар они приобретают по своему желанию. Это неправда. Если я не хочу, что я буду брать? Я получаю пенсию. Если мне надо что-то, я беру. Если нет, они навязывают, никто не навязывает мне. Я брала, что мне надо. Иногда я даже вот даже сон проблем ханяхсу. Благодаря. Уж пенсии идет, сейве идет, и бери дар уход идет. Са проблем ханяхсу почта, благодаря бакалдис. А ушлат, что товар идет ошли? Уже товар идет, серьезер идет, серьезер, стеет ждаяхай. Навязать, ляда. Руководитель почтового отделения недоумевает, почему поступила подобная жалоба. Ведь представленный товар они никогда никому не навязывали, а наоборот старались идти каждому навстречу и даже в долг отдавали при необходимости. У нас таких случаев абсолютно не было. Мы на это никакого права не имеем, такое даже позволить себе. У нас стараемся обслужить клиента, предложить ему все то, что у нас есть. Товар у нас очень разный, есть текстиль, продукты, канцтовары, все виды мы можем им предлагать. Но вот чтобы навязать и насильно заставить их купить, удержать какие-то деньги, это мы не имеем просто права никакого на это. Наша съемочная группа обратилась в управление Федеральной почтовой связи, чтобы разобраться в вопросе реализуемого на прилавках почтовых отделений товара и завышенных цен. Маржинальность так называемая, это наценка на товары, утверждается любой договор, заключаемый нашим предприятием, он согласовывается с головным предприятием. На уровне филиала мы никаких договоров сами не заключаем без согласования. Любая наценка на товары, любая стоимость товара согласовывается с ФГУП Почты России. То есть в наших отделениях весь продаваемый товар, он согласован и соответствует ценам, которые нам задают. Цены, наценка идет. Понятно, что завышенно у нас идут цены, но мы максимально пытаемся занизить цену, то есть мы согласовываем все с нашим аппаратом и просим скидок, занижение цены, чтобы мы выигрываем на том, что мы пытаемся продать больше, но дешевле. Но мы понимаем, что цены все-таки разнятся. Тут много аспектов. Мы крупные налогоплательщики. Мы платим все налоги, соседние магазины, возможно, не будем говорить, как и что, какие цены там устраиваются, но у нас цены официальные и все обложены налогом. То есть из-за этого возникают такие моменты.
Комиссия отмечает, с коррупцией необходимо бороться всем вместе. Правда, факт обращения жительницы Нового Реданта в конечном итоге не подтвердился. Но работа по обращениям будет продолжена и дальше. Будем проводить эту работу, тем более глава республики озвучил этот год годом противодействия с коррупцией. На сегодняшний день в аппарате Совета Безопасности работает телефон горячей линии. Помимо этого, в адрес аппарата Совета Безопасности можно направлять свои обращения, связанные с вопросом коррупции. Данные обращения фиксируются, будь они анонимные, и обрабатываются согласно федерального законодательства. С начала текущего года на телефон горячей линии аппарата Совета Безопасности поступило 15 обращений. Из них 3 обращения анонимные, остальные обращения соответствуют данным, с соответствующими данными. То есть фамилия, имя, отчество, адрес прописки и суть содержания обращения. Все обращения обрабатываются, направляются соответствующие письма руководителям органов исполнительной власти для дальнейшего рассмотрения. Более серьезные нарушения мы выезжаем, проводим соответствующие мероприятия. Распоряжением главы республики создана специальная комиссия по выявлению и пресечению фактов коррупционной направленности. Представители Совета Безопасности призывают жителей при возникшей ситуации коррупционной направленности обратиться на горячую линию по номеру 8 928 697 66 95. Каждое заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24.